Да, вполне вероятно, что в какой-то момент начнутся мирные переговоры. И тогда... Но я не думаю, что стоит строить слишком точные предположения. Я бы сказал, что самое главное — это решить, какие переговоры будут, какого рода, с какими целями. Эти решения должен принимать украинский народ, украинский президент, и однозначно, что не Германия и не Запад. Так что мы, вероятно, будем вовлечены в процесс в той или иной форме. В конце концов, всегда есть какие-то контактные группы и важные страны, которые вовлечены в процесс, которые, возможно, также могли бы поддержать процесс переговоров. Я имею в виду, что сейчас трудно представить, что вся оккупированная территория Украины будет освобождена в короткие сроки. Но очень важен вопрос гарантий безопасности. Поэтому я бы сказал, что без действительно сильных и надежных гарантий безопасности для Украины, для неоккупированной Украины, я принципиально не могу представить себе никакого решения путем переговоров. И вопрос в том, может ли это быть членство в НАТО или хотя бы гарантии безопасности, похожие на натовские. Но мы уже видели это в Будапештском меморандуме в 90-х годах. Там уже были гарантии безопасности, которые не стоили абсолютно ничего. Так что это очень, очень важный элемент такого решения в будущем. А интересно, видите ли вы какие-то другие альтернативы вступлению в НАТО, которые реально могут помочь? Лучшим вариантом было бы вступление в НАТО, потому что это просто чрезвычайно сильная и успешная гарантия безопасности, которую очень уважают. Это, так сказать, золотой стандарт гарантии безопасности. Любые другие варианты должны сначала доказать свою состоятельность. За их соблюдением нужен будет усиленный контроль. Так что лучше всего было бы НАТО и соответствующие гарантии безопасности. Но если это политически невозможно с НАТО, то тогда нужно придумать что-то еще. Да, конечно, есть еще гарантии безопасности для Японии, например, или для Южной Кореи. Американские гарантии безопасности, которые работают уже много десятилетий и хорошо себя зарекомендовали. Но это всегда будет по предпочтительности второй вариант.